Сезон весенней охоты на дичь открылся в Татарстане, правда, на неделю позднее обычного. Связано это с нетипичной погодой этой весны. Перелетные птицы задержались в теплых краях, но последние теплые деньки сделали свое дело и охоту открыли. Как никто другой, этого дня ждала Анна Протасова. Охотой она буквально заболела еще 10 лет назад. Женский взгляд на мужское занятие смотрите в специальном репортаже Елены Черединой из Нижнекамского района. А где-то там, да с косачами роща, которая ночами снится мне. Для меня охота началась с переодевания. Дело в том, что здесь главное не выделяться на фоне окружающей среды. Так как в моем гардеробе подобных вещей не оказалось, охотники решили обрядить меня кикиморой. Это вот чудесная одежда. Так и называется кикимора. Охота, брат, охота, брат, охота. Охота, брат, охота на охоту. Да в дальнюю стороночку нести свою двустволочку. Это еще только начало. У нас лед сошел вот буквально 2 дня. Так все озера во льду были, поэтому это только пролет начинается. Охотники, собственно, как и все увлекающиеся люди, суеверны. Однако, как оказалось, женщина для них отнюдь неплохая примета, а скорее наоборот, символ удачи, без которой охота просто немыслима. Видит, даже если только за шляпу, у собаки уже все, настроение охотничье сразу же. Видимо, за столько лет уже на подсознании работает все это хозяйственное. Четвероногую заядлую охотницу зовут Чара. Без нее не обходится ни один выезд за дичью Алексея. По его словам, собака безошибочно определяет направление, откуда полетит утка, и покажет взглядом. Еще одна дама, без которой охоты просто не может быть, это, конечно, погода. По ее прихоти в этом году в Татарстане сезон открывают в 2 этапа. С 20 апреля разрешено охотиться на юго-востоке республики, с 26-го в других районах. В остальном же принципы весенней охоты остаются неизменными. Вообще охота – это тихое дело. Иногда приходится молчать часами, а это под силу далеко не каждой женщине, по себе знаю. Голов 70. У меня как у Чары зубы застучали. Но охотница Анюта к числу болтушек не относится. Возможно, поэтому здесь с ружьем наперевес ударить в грязь лицом никогда не случалось. Ну а так знаете, мне кажется, я с моим характером больше похожа на мужчину. Поэтому, наверное, они ко мне привыкли уже такой, какая я есть. Ну и стараюсь с ним под ихнюю дудку плясать уж. Но и пострелять Анюта не промах. Из 10 возможных всегда выбивает 10. Тут уж охотники, мужчины лишь снимают шляпу. С ружьем. Хватнешься за него, да, там. А вдруг оно еще оказывается на предохранителе, и все, да, там какая-то вот свои нюансы в этом есть. Подсадная утка – та, от которой зависит, сколько селезней соблазнится и решит приземлиться именно туда, куда нужно. И ей, как оказалось, ничто женское не чуждо. Крякать по велению тех, кто ее кормит, на этот раз не захотела. Вот эта вот маленькая дудочка – чудо-приспособление, просто незаменимое на охоте. Утиный манок. Мастерски приманить дичь – это настоящее искусство. Под силу оно не каждому. Но есть такие специалисты, которые способны даже на лету развернуть стаю и осадить туда, куда им нужно. Правда, у меня это пока не получается. Красноголовик. Ну, в сутки можно 2 гуся, 3 селезня. И вальшнепов 3 штук тоже на вечерней уже тяге. Весенний сезон охоты на водоплавающую дичь длится всего 10 дней. И добыча, как уверяют те, кто берется за ружье на заре в эти дни и возвращается домой к закату, совсем не главное. Куда приятнее само ощущение охотничьего азарта. Охота, брат, охота, брат, охота.
охоту. Елена Чередина, Игорь Вызов, телеканал «Эфир».